Добрый день, в эфире новости, в студии Джангулмырза Дуишинбекова. Милицией задержан 21-летний уроженец Узгенского района, один из 4 подозреваемых в похищении человека. Как сообщается, он был ранее судим, привлекался к уголовной ответственности на территории России. По данным МВД, 12 февраля в милицию поступило сообщение о том, что неизвестные лица похитили в Джалабаде 27-летнего жителя Сузакского района. Через некоторое время злоумышленники позвонили родственнику и потребовали $20 000. Следы преступления были обнаружены в Бишкеке. 13 февраля в УВД Первомайского района из службы 102 поступило сообщение, что в одном из микрорайонов столицы из квартиры доносятся крики о помощи. На место происшествия выезжала следственная оперативная группа Первомайского УВД. Выяснилось, что 4 злоумышленников незаконно удерживали похищенного мужчину в квартире. Оставив его связанным, они вышли. Потерпевшему удалось освободить руки и позвать на помощь. Один задержан, поиск остальных его подельников продолжается. В Волжской области в 200 метрах от ограждения пункта пропуска Достук задержали контрабандный груз, мешки с одеждой. Таможенники нашли товар в селе Кызылкыштак Карасуйского района, напротив нейтральной зоны, разделяющей Кыргызстан и Узбекистан. Общая стоимость хлопчатобумажных футболок и фартуков оценивается в 500 000 сомов. Товар перемещен на таможенную территорию ЕАЭС из Узбекистана неустановленными лицами. Собранные материалы переданы в прокуратуру Волжской области для передачи по подследственности, говорится в сообщении Госналоговой службы. В Бишкеке в результате ДТП погиб мужчина. Авария произошла 17 февраля. По сообщению ГОБДД, 34-летний водитель не справился с управлением, и машина врезалась в столб. Мужчину зажало в машине. Чтобы его вытащить, спасателям пришлось разрезать дверь и раму внедорожника. Он скончался до приезда скорой помощи. В салоне также находилась девушка. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. У нее травмы головы, переломы и разрывы внутренних органов. Как сообщают медики, сейчас она без сознания в отделении реанимации. По данному факту начато расследование. Машина поставлена на штрафстоянку. Все собранные материалы переданы в следственное управление ГУВД Бишкека. Верховный суд не намерен больше отчитываться перед Джугарку Кенешем. Руководство судебной системы обратилось в Конституционную палату с просьбой признать неконституционным ежегодный доклад председателя Верховного суда в парламенте. В действующей Конституции, в отличие от предыдущей, пункт о докладе отсутствует. Как выяснилось, это один из пробелов нашего законодательства, допущенный разработчиками основного закона. Парламентарии говорят, несмотря на то, что Конституция на стороне суда, но логика все-таки должна быть. А значит, суд, как одна из ветвей власти, должна докладывать общественности о положении дел в своих ведомствах. Мнение сторон выслушал Игорь Потанин. Председатель Верховного суда, возможно, больше не будет выступать в парламенте с докладом о ситуации в судебной системе. С просьбой признать это правило антиконституционным, руководство этой ветви власти обратилось в Конституционную палату. По словам руководства судебной системы, государственная власть в стране основывается на принципе разделения. Оспариваемая норма закрепляет доминирование законодательной ветви власти над судебной, что влечет за собой нарушение принципа разделения и снижает уровень независимости судебной власти. Все законы и иные нормативные правовые акты должны приниматься на основе Конституции, так как Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие в Кыргызской республике. Статья 74 Конституции не содержит такого полномочия Джугарку Кенеша, как заслушивание информации председателя Верховного суда Кыргызской республики о деятельности судебной системы. И конституционная норма не позволяет расширять полномочия парламента, установленные Конституцией, в других законах. Соответственно, наличие оспариваемой нормы в законе, который должен был принят в строгом соответствии с Конституцией Кыргызской республики, нарушает принцип верховенства Конституции Кыргызской республики. Эксперты не исключают, что поводом напомнить о Конституции стало отношение самих депутатов к Верховному суду. Нередко парламентарии требуют от служителей Фемиды объяснений по тем или иным решениям, а это уже противоречит закону. Народные избранники также активно критикуют деятельность судебной власти, что также могло не понравиться служителям Фемиды. Так, например, в конце января во время обсуждения новых кодексов законодатели довольно жестко раскритиковали председателя Верховного суда, сравнив ее со школьницей. Мы вчера, когда рассматривали
рассматривали совместно с двумя комитетами, приняли решение сами исправлять ошибки. И парламент, и правительство, и судебные структуры, и другие органы. Вчера я задал несколько вопросов. Денис Барпиевич сказал, что он председатель координационного совета по этой реформе. Но на вопросы я так и не получил ответы. Сегодня задам их председателю Верховного суда. Уже есть закон о том, который в 2020 году должен вступить в силу. И он по-новому определяет ваши судебные функции. С 1 января в городах Бишкек и Ош должны будут на заседаниях сидеть присяжные заседатели. Вы готовы к этому? Если вы этого не сделаете, вы будете отвечать, и мы будем отвечать. Уважаемый Денис Барпиевич, мы должны были подготовиться. За 2 года ни правительство, ни суд, ни генпрокурор не видел этот закон. 10 месяцев осталось. Пусть теперь представитель Верховного суда ответит, какая работа будет вестись, как вы будете обучать присяжных и кто их будет выбирать. К 2020 году в Бишкеке и в Оше в первую очередь нам нужны здания, а в наши полномочия и обязанности не входит обучение присяжных. Своих сотрудников будем обучать, а списки присяжных заседателей будут составляться из местных. Мы же будем обучать только своих сотрудников. О том, каковы правила приглашения, как их располагать, им должно быть выделено отдельное помещение. Мы еще 2 года назад говорили, что нам нужны деньги для введения этого института, для дополнительных строений. Вот я снова не получил четкого ответа на свой вопрос. Такие ответы дают ученики 10 класса. Мы все государственные служащие. Почему вы так говорите, что я отвечаю как школьник, 10-классник? Какой ответ вы хотите от меня услышать? Об этой проблеме давно говорилось. Я как председатель на этой должности 4-й месяц. Депутаты не исключают, что именно эта перепалка могла стать поводом поднять вопрос доклада на уровне Конституционной палаты. Депутат Исхак Масалиев говорит, что не сомневается, что толкователи основного закона вынесут решение в пользу руководства судебной ветви власти. Масалиев считает, что нужно найти способ сохранить возможность заслушивания отчета главы Верховного суда. В противном случае эта ветвь будет закрыта для общественности. Дело в том, что судьи Верховного суда избирает парламент. Следовательно, это тот орган, который формируется парламентом, прямо или косвенно. Поэтому присутствие отчета здесь ничего такого страшного нет. Другое дело, что в ходе отчета зачастую мои коллеги-депутаты действительно начинают задавать вопросы по конкретным уголовным делам. По ним председатель Верховного суда не обязан и не должен отвечать. Понимаете? Поэтому, исходя из этого, видимо, у руководства Верховного суда возникла мысль, что той или иной форме отчетность перед высшим законодательным органом это неправильно, мы не будем никому отчитываться. То, что заставить теперь Верховный суд прийти в парламент, вряд ли удастся, считает и экс-председатель Верховного суда, и бывший депутат Курманбек Усмонов. Закон сегодня полностью на стороне служителей Фемиды. А значит, парламенту придется или искать компромисс в судебной ветви власти, или вносить поправки в Конституцию. И то, и другое сделать будет непросто. Но какая-то форма доклада главы судебной системы должна сохраниться. Сейчас формально как будто они и правы. Они правы. Но по сути, народ тоже вправе знать о работе судебных органов. Так как это государственный орган, содержится за счет налогоплательщиков, самостоятельная ветвь государственной власти, и ее работа тоже либо через Джохорку Кенеша, либо через президента. Но народ должен быть информирован. Пока Конституционная палата не приняла дело к рассмотрению, но сюрприза здесь ждать не стоит, говорят эксперты. Возможно, что теперь Верховный суд станет общаться с общественностью через прессу, пока эти планы судебной ветви власти не озвучиваются. Игорь Потанин, Нурбек Капаров, НТС. Сегодня стартовал судебный процесс по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. В Свердловском суде начались предварительные слушания. Отметим, Генеральная прокуратура передала уголовное дело в суд 11 февраля. Обвинения по факту злоупотребления должностным положением и коррупции предъявлены Сапару Исакову, Джантуре Сатыбалдиеву, Осмонбеку Артыкбаеву, Айбеку Калиеву, Салайдину Авазову, Джолдушбеку Назарову, Тимирлану Беремкулову и Ольге Лавровой. По версии следствия, обвиняемые, заключив заведомо невыгодный контракт с компанией TBA, нанесли ущерб интересам государства в $111 миллионов.
Предстоящие соревнования в рамках 4-х Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Турции в 2020 году, будут по правилам Кокбуру, а не казахского Кокпара. Об этом сообщил глава Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве Канат Аманкулов. По его словам, сейчас готовится соглашение, главным требованием которого является проведение кыргызских национальных игр по кыргызстанским правилам. А пока, отметил Аманкулов, в нашей стране в целях популяризации игры будут проводиться малые игры кочевников. Первые игры пройдут в этом году в Таласе. Что касается зарубежных состязаний, то в данный момент наши игроки готовятся к играм в рамках этнофестиваля «Вселенная кочевников», которые пройдут в Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд с 9 по 19 марта. Поездка будет оплачена приглашающей стороной. Организаторы отправят специальный самолет, на котором перевезут 100 лошадей, из которых 75 – это лошади для игры в Кокбуру, а остальные – каскадерские. На данный момент готовят специальные чипы для лошадей и их паспорта. Ветеринары проводят проверки и вакцинацию. Игроки полетят уже на другом самолете. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.